Больше 2 миллиардов рублей необходимо, чтобы раз и навсегда закрыть в регионе квартирный вопрос детей-сирот. В списке очередников больше 2000 фамилий. Правда, сегодня очередь стала меньше. Ключи от новеньких квартир получили 75 человек. Это жители Сыктывкара и Усть-Куломского района. Виктория Палкина узнала, как долго ждали новоселья. Процедура передачи жилищных сертификатов проходит максимально быстро. И не потому, что снег и ветер. Все понимают, новоселам не терпится получить ключи от долгожданных квартир. Первая квартира, своя квартира, это для любого человека важно, для любого человека торжественно, особенно для человека, который воспитывался государством и у которого действительно есть желание создать свою семью, создать свой дом. Среди счастливых новоселов победитель престижных соревнований по пауэрлифтингу, мастер спорта России Галина Маринцева. Ее квартира на 4-м этаже этой столичной новостройки. В подъезд попадает без проблем, есть удобный сквозной лифт. Ремонт от застройщика ее устраивает полностью. Осталось только докупить мебель и технику. Получила она и первый подарок на новоселье – стиральную машинку. Пока не осознаешь, что наконец-то своя квартира, вот уже и ключи на руках. Просто столько лет долго к этому шла, и наконец случилось это чудо, которое каждый, наверное, мечтает о своей квартире. Для 34-летней Ксении Валейской это главное событие не только этого года, а, пожалуй, всей жизни. Конечно, после рождения дочери. Молодая мама с 1,5-годовалой малышкой уже сменили не один угол. И вот теперь она хозяйка своей квартиры. Я сперва снимала до беременности, потом друзья предложили, говорят, чтобы не снимать, говорят, давай у нас поживешь, вот, пока не получишь квартиру. Жила у них. Большое им огромное спасибо за такую выручку, помощь. Вот, во многом помогли с ребеночком. Сегодня новоселье отпраздновали не только жители Сыктывкара, но и Усть-Куломского района. Там купить жилье, отвечающее требованиям, просто невозможно. Поэтому и приняли решение приобрести сельским детям-сиротам квадратные метры в столице Коми. В прошлом году мы провели более 500 аукционов для того, чтобы купить 75 квартир. Поэтому каждой квартире мы очень радуемся, покупаем как на вторичном, так и вот по долевому строительству. Вот этот дом, мы квартиру покупали в 2020 году. Слава богу, вот дом достроили, ввели его, ввод этого дома в эксплуатацию был в январе этого года. И вот мы 18 января приехали, смотрели все квартиры приняли. Только в Сыктывкаре своих квартир ждут больше 600 детей-сирот и выпускников интернатных учреждений. В целом по республике их 2000 человек. В этом году власти планируют приобрести жилье для 260. Там, где активная стройка не идет, покупать будут квадратные метры на вторичном рынке. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.